А вы любите сказки? Да. Любите? Да. Они обычно начинаются так. Давным-давно жили-были. Вот я хочу вас сегодня пригласить в такую сказку. Хотите в сказку попасть? Да. Тогда проходите, пожалуйста. Ну вот скажите, пожалуйста, вы попали в сказку? Да. Попали. А кто скажет мне, где мы с вами живем? Избу. Мы живем на севере, да? А республика наша как называется? Республика Коми. Правильно, республика Коми. И вот раньше Коми народ жил в таких вот избах. Хотите поиграть со мной в игру сегодня и давным-давно? Хотите? Да. Так, давайте, посмотрите. Вот у меня картинка. Что это на картинке нарисовано? Многоэтажный дом. Какой дом? Многоэтажный дом. А кто мне скажет, из чего сейчас мы делаем дома? Вот здесь на картинке из чего? Из кирпичей. А посмотрите, вот здесь у меня есть картина. Какие дома в Коми были раньше? Посмотрите, они многоэтажные? Нет. Нет? А сколько тут этажей? Мало. Один этаж. И если дома современные из кирпичей, то раньше дома были, посмотрите, из чего строили? Из кирпичей. Нет, из кирпичей сейчас. А раньше строили из дерева, да? Из дерева. А кто назовет мне электроприборы, которые есть в наших домах? Утюг, дальше. Стиральная машина. Стиральная машина еще. Телевизор еще. Пылесос, холодильник, да? Утюг. Это тут. Да, вот какой у нас современный утюг. Видите? Да. Он как работает? Кто скажет? На зарядке. Надо зарядить его, да? На зарядке телефон, а он в розетку. От розетки работает. В розетке кто живет? Ток. Ток. Мы знаем, что с ним надо аккуратно. А вот раньше в избах Коми народа тока не было. И посмотрите, я вам какой утюг-то покажу. Ну-ка, посмотрите. Вот он открывался так. И туда вкладывали горящие угольки. И он нагревался. У нас самый сильный Саша. Саша, ну-ка давай попробуем подержать. Ну-ка встань, попробуй. Какой утюг, расскажи. Его. Тяжеленный даже. А вот мы, когда с вами приходим, мокрые с прогулки, сырые, мы с вами где сушим одежду? На батарее, правильно, на батарее. На трубе. Ну, на трубе, да, которая горячая, да, батарея называется. А раньше, посмотрите сюда, не было батарей, а была печь. Печь. Вот какая печь. На ней, идите сюда ко мне, идите, посмотрите. Что тут в печи внизу лежит? Дрова. Дрова, правильно, и дрова. А вот здесь в печи готовили, посмотрите, еду. Видите? И внизу вот огонек. Похожа печка на современный обогреватель? Нет. Конечно, нет. Но она была очень важным элементом. Это мы с вами потом поговорим. Садитесь дальше. Что нарисовано? Стакан. Стакан. Из чего стакан сделан, Саша? Металла. Нет. Ну-ка подумайте, из чего из стакан? стекла. Из стекла, правильно. Стакан сделан из стекла. Современный. Посуда. А вот древние Коми делали свою посуду, посмотрите, из бересты. Я вам хочу рассказать, что такое береста. Вот, покажите
посмотрите, Алиночка, и передавай. Ну-ка, посмотрите, потрогайте, какая береста. Так, посмотрите, а остальные детки, как вы думаете, вот это верхний слой дерева. А какого дерева? Кто-нибудь узнал? Березы. Правильно. Это, посмотрите, верхний слой березовой коры. И вот из такого красивого, тяжелый или легкий? Легкий, красивого материала, давай, Пашенька, раньше делали посуду из бересты, плели. Подойдите, пожалуйста, вот сюда и посмотрите, какая красивая посуда получается. Ну, можно потрогать, легкая или тяжелая. Так, это посуда, а девочки наши из бересты нашли что? Погремушка как будто, да? Это был такой музыкальный инструмент. Да, погремушку. Посмотри, у нас с вами вот это настоящая солонка. Сюда насыпали соль и посыпали блюдо. Так, ой, как красиво, звонко. Из чего все это сделано? Из бересты. Молодцы. Потом еще пошумим, погремим. Давайте еще кое-что расскажу. Ну-ка быстрее. Из бересты. Так. А вот теперь у меня следующая картинка. Что нарисовано? Шкаф. Шкаф. Так, на картинке шкаф. А где-нибудь в коме-избе вы видите шкаф? Нет. А я вам расскажу одну хитрость. У нас в коме-избе все вещи хранятся. В чем? Посмотрите сюда. В сундуке. А сундук-то какой? Нарядный, с узорами. У каждого народа свои элементы узора. И вот этот сундук. В комнате дома, в моем зале, где я играю и смотрю мультики, у меня коврик там нарядный. Да, вот видите. И я. И посмотрите, что же у нас здесь? В сундуке. Ну-ка, посмотрите, тут не только варежки. Рассматривайте. Посмотрите, какие они. Можете потрогать, посмотреть. Угу. А мне варежка. А сейчас всем дам. Так, а это варежка? Шарфик. Шарфик. А мне. Так, а у всех? Поменяйтесь, потрогали, посмотрите, посмотрели. Вот раньше не было магазинов. И вся одежда изготовлялась вручную. И мастерицы коми народа вязали одежду себе. Вот здесь варежки и здесь шарфик. А у вас кто-нибудь вяжет в семье? У меня мама. Мама вяжет. У тебя мама? У Вики что мама вяжет? Варежку. Варежку. У Саши что, что вяжет? Сидой шапкой. Да ты что? А у Сони кто-нибудь что-нибудь вяжет? Мама вяжет мне носки. Носки. А знаете, ведь раньше А мне узорное мастерство передавалось, узорное вязание, мама вязал шарфик. хорошо, передавалось из поколения в поколение. Это знаете как? Бабушка научила маму, мама научила дочку, а дочка уже научила свою дочку. Давайте вот спросим, Аринушка, а тебе сколько лет? Мне 3. 3. Вот раньше в деревнях с 3 лет девочки уже учились вязать. И поэтому получались вот такие красивые, да, варежки. Мама мне то есть вяжет эти веревки для варежек. Очень хорошо. Молодец, мама. Так, и кто мне скажет теперь, как мы можем назвать такие вещи? Какими словами? Только побольше давайте. Какие? С узорами еще какие? Красивые. Красивые еще какие? Нарядные.
Нарядные, еще какие? Веселые, правильно. Посмотри. А потрогать, если они какие? Они мягкие. Мягкие. Но еще какие? Красивые. Толстые, правильно, теплые. Так, ну-ка давайте ко мне. Все, отдайте, пожалуйста. Так, положим вот сюда. И посмотрите, у меня здесь на подоконнике лежат картинки. Ну-ка посмотрим. Давайте соберем картинки. Поиграем в игру «Собери целую картинку». Пользуемся словом «пожалуйста». Спасибо, я Собрала. Угу. Так. Так, кто собрал? Покажите, пожалуйста, вот сюда садите. Садитесь. Вот туда проходи. Пожалуйста. Так, кто еще собрал? Ну-ка. Я вот. Это у тебя какой? Что ты собрал? Елку. У Алиночки что? Перо. У Сони что? У меня еще не получилось. Ну, получится давай. Получится что у Алисы? Посмотри, какой олень? Олень. Олень, рога оленя. У Вики кто? Ягодка. У Арины что получилось? У меня получилось. Так, пирог, да, вот так, давай только. Посмотрите, вот это все элементы коми-узора. Коми-мастерицы говорили, не было ни одного предмета, который они не смогли бы вырезать на своих спицах. Так, а вот сейчас у меня здесь есть подносик. Посмотрите. А здесь есть тоже варежки и есть шарфики. А они веселые? Нет, они не веселые. А ну-ка давайте подумаем, вязать пока мы не умеем. Как мы можем сделать, чтобы они были... Украсить мы их можем, да? Мы их можем раскрасить. Только сначала, посмотрите, давайте уберем со стола всю вот эту красоту, а особенно уберем скатерть, потому что чужой труд надо уважать. Так. Клеенка. Вот на ней мы сможем рисовать. Итак, давайте выбираем быстренько себе. Выбирайте, кто что хочет. Быстро. Кладем сюда. Подожди, Соня, по одному. Ну куда такую кучку? Кто что хочет, выбираем. Поскорее. Так, встали. Максим, местечко ищи себе, пожалуйста. Так. Так, вставай сюда, вставай. Так, Богдаша, вставай сюда. Вот сюда вставай. Так, выбираем трафаретики. Быстренько, кто какой? Богдаш, ты выбрал, да? Я солнышко. Трафаретик выбираем. Кто-то будет выбивать. Надо обязательно прижать трафарет, помним? Прижали и начинаем красиво украшать. Давайте, выбирайте краску. Аккуратно. Так, держим. Угу. Давайте. Милаєчка, гатирид, а покоїмньоль, сикишка, не У коти. кого получилось, губку кладем обратно в формочку. Так. Вот сюда складываем трафаретики. Быстро. Давайте сюда. Ой, какая красота у всех. Так.
Алина, у тебя какой элемент? Погоди. Рога оленя. У тебя, Викуся, какой? Так, Саша, у тебя какой? Даю всем салфетки. Посмотрите, какая у нас была варежка. Какая была варежка? Грустная. А теперь варежки какие? Веселые. Веселые. Правильно говорят. Как на земле коми-мастера живут, трудом и умением радость несут. Вы тоже стали такими мастерами коми-республики. А как вы думаете, а кто нам все картинки-то поперепутал? Баба-Яга в русских сказках. А в коми-сказках, ну-ка, кто такой есть? Хитрый персонаж. Егморт, как это переводится? По коми Егморт, а на русском языке лесной человек. Егморт. Ну-ка, давайте цепочку сделаем быстренько. Давайте. И пойдем-ка мы поищем этого Егморта. Опускаем ручки. 3, 4. Ой, Егморта дом большой, круглый год он ледяной. Мы по камушкам пойдем, речку мы переплывем, мы болото перепрыгнем и через тайгу пройдем. И все вместе долго крикнем. Пошли искать, как коми-охотники, след в след. Ну-ка, посмотрите, какое вокруг, сколько деревьев. Мы с вами пришли к дому Егморта. Где Егморт живет? В тайге. А что такое тайга? Мы смотрели мультфильм его. Дремучий, он там пробирался в мультике, правильно. Дремучий лес. И посмотрите, кто мне хочет показать самое любимое дерево коми тайги? Викочка, давай. Какой хочет? Это? Умничка. Кто еще хочет? Ну давай. Что хочешь? Это? Поможем Арине. Это? Сосна. Молодец. Ариночка, кто еще хочет? Давай, Сонечка. Это ей. Правильно. Давайте, подходите все вместе. Сюда-то мы так долго будем. Так, ну так подходи. Давай. Это? Пихта. Правильно. Давай, Саша, какой? Пихта. Денис? Это? Сосна. Все показали? Алина? Это? Наряжаем, конечно. Это? Пихта. Да. Молодцы. Какие мы знаем про эти деревья? Какие загадку? Загадку знаем. Ну-ка, подумай. Зимой. Зимой и летом. А тут вот все деревья зимой и летом. Ну-ка, подумайте. Или нет? Нет. А какое? Лиственница. Саша, лиственница говорит. А почему лиственница? Потому что она сбрасывает. Сбрасывает что? Иголки. Иголки, правильно. И у них на веточках, у всех этих деревьев растут иголки. Отошли подальше. Так, а теперь посмотрите. Егморта мы не нашли, а вот он нам загадку загадал. Помните, он Егморт какой? Он всегда загадывает загадки. Давайте посмотрим. В верхнем у нас, в верхней строчке, что нарисованы? Элементы коми-узора. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 3 элемента. Ой, а в других строчках, посмотрите, пустые окошки. Егморт подумал, что мы не можем такую задачку решить. Надо в каждой строчке вот эти 3 элемента собрать. Давайте мы сейчас подойдем сюда, посмотрите карточки и покажем. Берите по одной карточке. Я такой.
Давай, становитесь скорее, каждый. Ищите себе. Так. Берите элементы, которые есть. Милаечка götürüp ha покоим ноль. Молодец, Максим. Алина молодец, справилась. Арина молодец, справилась. Богдаша, Сонечка, думай быстрее. Так. И вот у нас справились мы с задачей Егорка. Справились. А он нам за это подарит подарок. Ну-ка, подойдем все к тому столу. Подарок у нас, посмотрите, сокровище. Ой, да в каком сундуке? Как вы думаете, что там сокровище? Монетки. Монетки? А еще какое сокровище? Шоколадки. А знаете, что на самом деле здесь? Ой, здесь настоящее северное сокровище. Ягода морожка. Посмотрите, понюхайте, как пахнет. Ягода морожка – это целая витаминная корзинка, подаренная людям природой Коми. Понюхайте, как пахнет. Я не понюхала. В ней, в этой морожке, в 3 раза больше витаминов, чем в апельсине, витамина С. А вы знаете, у нас апельсин чемпион по витамину С. Так вот здесь больше. Так, посмотрим. Ага, вот она какая морожка, картинки здесь. Берите ложечки. Ну-ка попробуйте. Целая ложка здоровья будет. Так, кто мне скажет, сейчас какое время года? Весна. Весна. А весной в организме у человека много витаминов или мало? Мало. И вот морожку запасать, болезней не знать. Алиночка, давай попробуем. Ну, тогда ладно, посмотрите-ка. Молодцы. Вон у нас какая морожка полезная. И под конец у нас Егмот. Смотрите, что еще оставил. Вот они. Посмотрите. Что это такое? Это Это ожерелье оберег. Это он нам оставил. Давайте посмотрим, что нарисовано на ожерелье. Кто там? медведь. Медведь. И Мышка вот, и елка. да, я вам в следующий раз, когда мы попадем в сказку, расскажу, что такое ожерелье обереги. Мама, слушай, все понравилось вам? Сказку-то ходить понравилось?